Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто хочет выйти на связь? Кто хочет с вами поговорить и о чем человек хочет с вами поговорить. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, есть такой товарищ, кто хочет с вами поговорить. Человек с хвостом, с горбатой спиной и с опущенной головой, да еще и с протянутой рукой. Ну, такое, знаете, жалкое зрелище. Человек вперед себя катит пятерку. Человек 100% перед вами в чем-то виноват, либо очень плохо с вами поступил. Человек, скорее всего, стал причиной ваших слез. Либо физических, либо ментальных, да, вот, душевных. То есть обидел, подставил, огорчил, может быть, сказал что-то такое прям ужасное. Ну, либо поступил как свинья. Каждый по-своему отыграется. Мужчину этого вы 100% знаете, это именно мужчина. И мужчину этого вы менее всего хотите видеть именно сейчас, да, когда смотрите эту отсыпку. А может быть, в принципе, менее всего хотите видеть его в жизни. То есть это уже как пройденный этап. Это уже как, такой, знаете, болезненный урок прошлого. То есть обожглись вы с этим мужчиной, либо об этого мужчину вы обожглись. И в глубине души вы очень надеетесь, что больше никогда его не увидите. Либо надеетесь на то, что услышите, что ему прям досталось за все его вот эти вот пятерки, которые он вам причинил. Значит, девочки, это какой-то бывший прошлый. Сразу говорю, у одних отыграется это любовная тематика, да, бывший мужчина, бывший муж, бывший возлюбленный. А у других отыграется, например, бывший работодатель, мужчина, да, который вас реально обидел, уволил, мог еще оскорбить, не заплатить. Такое. И еще у кого-то отыграется, что этот мужчина совершил против вас преступление. Не хочу говорить, какое. Я не хочу вам причинять боль. В общем, причинил. Он причинил и боль, и преступление совершил. Вот. Сейчас по этому тяжелому хвосту, по этому горбу и по этой протянутой руке он очень нуждается в вашем прощении. Ему очень хочется, чтобы вы его простили. Либо он очень надеется на то, что вы его простите. Понятно, что у каждой отыграется свой мужчина, но я так понимаю, тут либо совесть мучает, либо человеку вот прям жестко пришлось ответить за все свои поступки, проступки, за все свои преступления. Да, вот поймали, прижали, судьба прижала. И вот он теперь душой страдает и думает, надо ее найти, надо с ней поговорить, надо перед ней извиниться. Такой момент присутствует. Девочки, если этот мужчина был вашим любимым человеком, мужем, женихом, просто нравился, и он вас обидел, особенно если он к другой женщине перебежал, да, либо выбрал другую женщину, ушел к другой женщине, то знаете, что эта женщина просто уничтожила его жизнь. Уничтожила. Он разрушил вашу жизнь, разбил ваше сердце, а она сделала в 3 раза хуже ему. То есть и выкинула. Обобрала, ободрала и выкинула. Вот. Чаша между ними, видите, чаша, она и разбита, и разлилась, и там, знаете, одни осколочки остались. Острые осколочки, которые прям врезаются в мозг и в сердце, и это все кровоточит. Она там
празднует победу. Ну, крутая тетка, что скажешь. А он типа страдает. И вот когда ему по-настоящему стало больно, вот он вспомнил о вас и вспомнил, как он с вами поступил. И вот этот огромный бумеранг вернулся и очень больно ударил. Ударил так, что в глазах потемнело. Да? И вот дяденька понял, за что, за кого и где он был неправ. И еще у кого-то отыграется, что мужчина сейчас нуждается действительно в какой-то помощи. Может быть, по горбу он нездоров, да, вот прям удача от него отвернулась, там здоровье покосилось, может быть, там по деньгам у него прям совсем в пролете ситуация, но тем не менее, да, к вам идет, к вам тянется, о вас думает, о вас вспоминает. Кстати, у кого-то из девчонок даже отыграется, что он считает, что вы его прокляли. Потому что именно с момента, когда он вас обидел в его жизни, вот потихонечку, постепенно вот начали выпадать эти кирпичики, да, выпадать, пока все не рухнуло. Ну, по крайней мере, это его умозаключение. Может быть, оно так и есть. Бесок это не показал. Но то, что он так думает, вот прям идет такое стойкое ощущение. Чего бы он к вам полз, да? Чего бы он к вам полз при желании тройки с протянутой рукой? Ну, ползет, девочки, ползет. Потихонечку он ползет. Так, еще, что вы должны знать? С этим мужчиной у вас разговор состоится, по-любому состоится. Будет ли это полноценный разговор, когда вы позволите ему говорить? Я не знаю. У кого-то, может, и будет. Кто-то позволит, да, есть добрые девочки, такие добрые души, которые позволят мужчине сказать. А у кого-то, ну, вы хотя бы услышите от него слово, ну, типа там «Привет, это я», и вы такая бац, и трубку положила, либо дверь перед носом захлопнула. Такое тоже может быть. Для вас это будет, конечно, таким, ну, неприятным моментом, если честно, потому что действительно вы его не ждете, не хотите и не желаете. Не желаете. Вы не желаете возвращаться туда-назад в прошлое. Вы не желаете вспоминать то, что было. Не хотите. То есть еле-еле вы себя из того прошлого выдрали, просто за шкирку вытащили, да? Прям заставили себя жить дальше. И назад вы, конечно, возвращаться не хотите. А он и есть олицетворение этого вашего несчастного прошлого. Ну, в общем, я вас предупредила. Он ползет в вашу сторону. Не быстро, но тем не менее уверенно ползет. У кого-то прямо на пороге появится, а у кого-то звоночек будет, телефонный звоночек. Если вы нашли в себе силы и хотите его простить, ну тогда простите, вам это обязательно засчитается. Ему нет, вам да. Если вы его, ну, пошлете на небо за звездочкой, причем сразу, не давая ему ни слова сказать, вам ничего не будет. Это не грех, это нормально, вы имеете на это право. Вот это вы должны знать. Так, еще с вами хочет поговорить какая-то женщина. Женщина хотела бы поговорить, скорее всего, какой-то рабочий вопрос обсудить. Либо работа, рабочий вопрос, либо даже какой-то заказ. Как будто бы у нее есть вам какой-то заказ, либо какое-то задание. Ну, вы все разные, девчонки, правильно? Кто-то из вас работает, а кто-то из вас, например, дома сидит. Да, может быть, она хотела бы вам поручить присмотр за ее там, дочкой, внучкой. Может быть, она знает, что вы умеете что-то делать, да, какое-то рукоделие. Может быть, вы готовите лучше, чем все ее знакомые вместе взятые. Да, может быть, хотела попросить вас, чтобы вы ей помогли приготовить, либо разместить заказ там, на выпечку торта, там, пирожков, не знаю, носочки связать, пледик сшить. Да, это у одних отыграется. А у других действительно женщина заинтересована в вас как в сотруднике. Там, взять вас в свою команду, чтобы вы вместе с ней поработали, на нее поработали. Как-то вот, может быть, у вас даже чему-то научиться. Если вы умеете что-то делать лучше, чем другие, может быть, она хотела бы купить у вас ваши знания. То есть продай мне свои знания, обучи меня, научи меня. То есть у нее желание вам за что-то заплатить. Либо хочу приобрести, хочу заказать, хочу купить. Такой момент идет. В принципе, женщина как женщина, своими плюсами и минусами. Будет торговаться, будет сначала просить, а потом сбивать цену. Это вы тоже должны знать.
такая, знаете, непростая, секретиком. Я не могу сказать, что она прям какая-то ужасная, но с другой стороны, она все равно за свои интересы, будет топить за свои интересы. С этой женщиной нужно торговаться. И торговаться по-черному, так уже прям, удовольствие получить от этих торгов. Если вы не умеете торговаться, либо не любите торговаться, попросите кого-нибудь из ваших близких, кто умеет это делать, да, поторговаться за вас. Эту женщину можно потрясти. Вы знаете, да, там много чего попадает. Просто не продешевите. Вот так хочется сказать. Женщина такая непростая, поэтому надо торговаться. Так, еще. Вас разыскивают какие-то сотрудники, какие-то люди, как, может быть, сотрудники банка, сотрудники поликлиники, сотрудники какой-нибудь организации, либо, там, не знаю, нон-профит. В общем, какие-то люди, куда-то вы подавались, какие-то прошения подавали, заявления писали, что-то вы хотели получить, либо о чем-то узнать, либо на что-то вы имеете право. Вот вы сделали аппликацию, да, какую-то подачу сделали, и прошло какое-то время. Никто не звонил, никто не приглашал, а теперь вас разыскивают. Вам здесь либо совсем скоро придет официальное такое уведомление, что вас ждут такой-то день, такое-то время, в таком-то месте. Либо вы получите звоночек, где вас будут вот прям настойчиво куда-то звать, приглашать. Может быть, с какими-то там доп. Документами, с какими-то доп. Заявлениями. То есть эти люди вас ищут. Либо думают о вас, да, вот уже запланировали с вами связаться, сконтактировать по именно вашему вопросу. В принципе, тут с левой стороны, вы уже не ждете, вы уже об этом не думаете. Для вас это, кстати, как сюрприз будет, да, такой неожиданный сюрприз. Но здесь именно вам хотят что-то дать, выдать, дать, либо что-то вам передать, одобрить. В принципе, тут с плюсом идет. Так, с правой стороны, здесь вышел какой-то ваш родственник, очень далекий, либо малоизвестный вам. Родственник, родственница. Человек один, человек в преклонных годах, человек, я так понимаю, завещание хочет оставить. Завещание. Ищет вас, думает о вас, ищет вас. Здесь через каких-то людей, через десятые руки, каким-то непонятным, случайным образом этот человек на вас выйдет. Да, кто-то хочет оставить вам завещание. Либо вам могут еще предложить ренту. Ты за мной досмотришь, а потом получишь мое имущество. А с правой стороны, либо родственник, либо действительно очень честный, благородный человек. Не обманет, завещание хорошее будет, правильное, либо рента правильная, неубыточная. И условия очень хорошие, и само то, что по завещанию будет переходить, оно того стоит. Оно того реально стоит. И если у вас есть какие-то там далекие двоюродные, троюродные, не знаю, бабушки, дедушки, вспоминайте, вот кто-то из них вас ищет. Человек именно вас рассматривает как кандидатуру, на кого составить завещание, либо с кем подписать ренту. Поспоминайте, поищите, не знаю, если есть контакты, пообзванивайте, если есть возможность, поезжайте, просто навестите, поговорите. Потому что здесь прям выгодой, прибылью пахнет. Хороший момент на самом деле. Так, и еще. Здесь на контакт выйдет скоро какой-то человек, который будет выдавать себя не за того, кем есть на самом деле. А человек, который, как в игру с вами будет играть. В игру. Игра называется «Угадайка». Человек будет представляться каким-нибудь там дураком, идиотом, асоциальным типом. А на самом деле человек уважаемый, порядочный и очень состоятельный. Зачем этот человек это делает? У человека действительно такой тест на, допустим, алчность. Да? Если это мужчина, то он тестирует женщин на алчность. Если это женщина, то тестирует мужчин. То есть человек при больших деньгах, человек при большом капитале. Скорее всего, это в интернете знакомство идет.
Человек будет говорить, что беден, как церковная мышь. Человек будет говорить, что он живет там, не знаю, в картонной коробке под мостом. Человек будет рассказывать о каких-то тяжелых болезнях, там, неизлечимых, которые у него есть, и что я там типа под себя хожу, и там, кричу по ночам, не знаю, там, лунатик, прочее, прочее. Ну, то есть это будет смешно, это будет абсурдно, и это будет немножко раздражать. Девушки, мужчины, у кого крепкая психика, кто сможет выдержать эту проверку, кто сможет поиграть в эту игру. Это затянется, честно говорю. Человек будет с вами играть достаточно долго, и даже пару месяцев может играть. Если вы это все выдержите, сможете отшучиваться, сможете на позитивчике продержаться, человек перед вами раскроется. Так и скажет, что я богат, либо я богата, и я тебя проверяла. На самом деле я вот состоятельный, красивый, умный, достойный человек. Да, вот такой момент идет. Так что, если вам всякие дураки пишут, это не значит, что нужно сразу их блокировать. Есть и такие вот хитро сделанные товарищи, которые устраивают таким образом проверки. Потому что здесь явно показали человек, который ищет очаг, то есть ищет семью, ищет будущую половинку, будет носить на себе маску шута для того, чтобы примериться, да, подходит ли его вот крышка к вашему очагу, да, подходите ли вы друг к другу. Поэтому имейте в виду. На этом у меня все, мои хорошие. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.